Вы смотрите программу «Между тем». Я Дмитрий Аргунов. Говорю вам здравствуйте. Газета The New York Times назвала подлинным видео с места расстрела украинцами российских военнослужащих в Макеевке. Как отмечается в статье, видеозаписи, подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны. Автор публикации поясняет, что сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны именно в Макеевке. Эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич предположила, что прокурор Международного уголовного суда, скорее всего, изучает этот эпизод. Она отметила, что для расследования нужно будет посетить место, где произошел расстрел, чтобы установить, кто где находился, и собрать гильзы. Требуется также провести патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы и изучить действия украинских военных после стрельбы, добавила Вукушич. Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили 10 человек. Причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование. Пока что это не Буча, наоборот. В комплексе с другими видеосвидетельствами жестокого обращения с пленными данный случай позволяет говорить о том, что у ВСУ уже нет оправдания любым преступлениям на основе того, что это украинские, а не российские военнослужащие. Увидимся.